Видимо, это был престижный француз. Я поеду на Кавказе, и там все для меня изменяется. И вот эта нить, которая меня ведет в Осетию, это, можно сказать, квази-мистично, в жестком футляре. Вот это еще на пленке, там, за гроши, за копейки. То есть воровство в стране, разворование в стране. Я всю жизнь снимаю, вот, то есть фотографирую. Я говорю, снимаю, потому что по профессии, по образованию я кинорежиссер, а так фотографирую, да, я должен был сказать. Получил фотоаппарат первый свой 8 лет, ну, как мальчик фотографирую на пленке. Потом уже более осознанно я понимаю, что это я не просто так на память или какие-то упражнения делаю, попозже, ну, как подросток. Стукнул мне такое, что люблю снимать то, что красиво. А что красиво, это еще непонятно совсем, но это эмоционально так, больше. Все-таки я, да, как взрослый человек, как мужчина, молодой, развиваюсь, и мне надо снимать красиво. Но вот как человек любит одевать себя красиво или смотреть на красивую девушку, это вот на этом уровне. Но у тебя нет постановочных кадров, ты всегда выбираешь какой-то фрагмент жизни. Ну, тогда я говорю о детстве, о творчестве. Да, конечно, сплошные постановочные. Но сниму там семейные кадры там, на память. Мало что бредится и не бредится. Но потом уже, да, вот я понимаю, что фотографирую все время постоянно. Мне было 17 лет. Те, которые про меня знают, многие, может, не знают. Я покинул страну, где я родился и вырос, Францию, когда мне было 17-18 лет, как оказывается, навсегда. И это, конечно, целая отдельная история, но я успел еще, мне было 17 лет, один целый год быть ассистентом известного американского фотографа Кэтрин Блуменфельд. Ее супруг был, ну, еще более, как сказать, известным, если что сказать, Эрвин Блуменфельд, тоже американец. Но он фотографировал женщин. То есть женщина это была его особая тема. Вот его супруга, тоже известный фотограф, фотографировала больше всего портреты известных людей. Поскольку в Париже это одна из мек, и там много известных людей, мы и с ней тоже, как сказать, посетили такие, как президент Картер Америки, мэр города тогда был Ширак, Энджела Дэвис, известный правозащитник 60-х, 70-х годов. Ну, вот так. То есть мне было тогда 17 лет. И увидел, что можно фотографировать с простейшим фотоаппаратом на черно-белой пленке, которую сам обрабатываешь. Уехал из Франции, это долгая история, странствовал по континентам, по странам, учился на кинорежиссуру, потом по второму образованию политология, международные отношения. И периодами и жил вообще без фотоаппарата, и поэтому, например, весь американский период моей жизни, то есть это Северная Америка, это Латиноамерика, вообще нет фотографий даже себя, то есть я жил без фотоаппарата и не фотографировал. Ближе к тому времени, когда я возвращался в Советский Союз, я приехал в Советский Союз, когда мне было 23 года, впервые, это последняя такая апогея еще холодной войны, Андропов, Брежнев только что ушел из жизни, Андропов, вот тогда я оказался в Советском Союзе. С того момента, когда вернулся, это в конце горбачевских времен, вот тогда я возобновил фотографирование. А как у тебя возникла идея возвращаться в Советский Союз? Возвращаться? Могу вам сказать точно. Я помню август 91 год. Я в одной из европейских стран работаю на заводе на станке.
Кто-то шевелится в администрации на верхних ярусах, кто-то спускается. Мне сообщают, что произошла попытка госпереворота в Москве. Видимо, знали о моем отношении к России. Ну, вот я понял тогда, в августе, что я обязательно должен возвращаться в Советский Союз. Это что-то чисто интуитивно. И в декабре я захватил последний вагон какого-то международного состава из Парижа через Бельгию в Голландию, Германию, Польшу, Беларусь, Москву. И вот за $3 купил билет через знакомый в Минск с курсом рубля тогда вот за 311 рублей, то есть за $3 купил билет Париж-Москва и оказался в Минске, и дальше уже в Москву. Вот таким образом вернулся. И я был, наверное, свидетелем, один из последних свидетелей на Красной площади 25 декабря, по-моему, когда советский флаг спустили над Кремлем, и следующий день был уже российский флаг. Это тот вечер, если не ошибаюсь, когда Горбачев свою прощальную речь произнес. Ну, вот такие моменты. Ты хотел застать вот этот переходный момент, поэтому приехал. Ну, я это помню, да. И потом все 90-е годы, конечно, с тех пор я вот живу в России бесперерывно. Бесперерывно, я не считаю поездки, конечно, но вот бесперерывно. То есть все эти 90-е годы я тогда работал продюсером в сфере ранней музыки. Ранняя музыка это не классика, это доклассика. Это средневековый, ренессанс и так далее. Включая Моцарт и Бах, которые до сих пор в основном считаются классическими композиторами, не являются на самом деле. Это как сказать, блуждение. Ну, поэтому вот эти годы, в основном в Ленинград, потом в Петербург, в Москве, я очень много видел. Вы представляете, это все огромная богема, это все эти институты, консерватории, другие продюсеры, это американцы, другие иностранцы, которые покупают оптом самые эти, что драгоценные, там, партитура Моцарта, Бетховена, там, за гроши, за копейки. То есть воровство в стране, разворование в стране. Я тогда еще какое-то время, это 92-й год, я то есть, совмещал две вещи. То есть я был продюсером, но я еще много пел церковную музыку, то есть православную. Вот это все эти литургии, все ночные бдения, там, молитвы, как это, прочие службы, я очень много пел. И началось за рубежом, потом в основном в Питере, в том числе в нескольких известных храмах, на Конюшенной площади, например. И я очень много тогда вот и в этой богеме, и все эти тяжелые моменты тоже. Ну, понимаете, французский продюсер, то есть это тоже центр внимания, это все девушки. Ты окунулся в богемскую жизнь России. Окунулся в богемную жизнь Абсолютно, России. Да. То есть это очень много всего. И потом я вот приехал в Осетию. И вот эта нить, которая меня ведет в Осетию, это, можно сказать, квази-мистично. Это несколько лет раньше я прощался с одним другом, с иностранцем. Это было в Европе, мы пообедали, он собирался там вообще в Карибе там жить и работать. Мы поняли, мы друг друга можем долго не увидеть. И в конце этой встречи он мне спросил: ну, Мишель, а ты что с тобой будет? Я ему сказал то, о чем я иногда до сих пор думаю. Я поеду на Кавказе, и там все для меня изменяется. Все, то есть это очень всеобъемлемое такое загруженное слово. И почему мне так стукнуло, и почему я так ответил, я до сих пор ответа у меня нет. Но я знаю, что несколько лет... Я рациональный человек, и с другой стороны, я и интуитивный человек. Я знал, что разве я так говорил, значит, что-то скрывается там, и что-то должно быть там. То есть у тебя была интуиция, которая тебя вела на Кавказ? Да, однозначно. То, что это должно быть Осетия, или Грузия, или Чечня, причем 95-й год, это, я напоминаю, это идет в полном ходе Первая Чеченская война. Когда были такие знаки, скажем так, я всегда на них очень обращал внимание.
Я дружил с журналистами, с людьми в типографии, с модельерами, то есть, как я говорил, в Богеме, и могли по разным поводам меня послать на юг. Тогда еще Приднестровье, в Ингушетии, там, каждый раз что-то случилось, я думаю, сейчас меня позовут, как журналист, например, потому что я и работал тоже как журналист. Но в конце концов я участвовал, я был в оргкомитете одной очень большая конференция о миротворчестве за рубежом, о Кавказе. То есть мир Кавказу был лозунг основной. И я там познакомился с Саламом Диамбековым, известный, да, который... Комитет по туризму. Комитет по туризму, экономике, который... И мы там познакомились. Он тогда еще закончил учебу журналиста, и он был диктором на телевидении. Там еще с несколькими осетинами. Вот там были представители абсолютно всех стран, регионов, от Адыгеи до Нагорного Карабаха, все закавказские республики, весь Северный Кавказ. Это было очень колоритно, интересно. И причем, я говорю, это случилось в 95-м году, в 94-м году, накануне, да, то есть атмосфера была очень загружена. И вот так... Ну, ты тогда занимался делами беженцев, как я понимаю, да? Это уже когда я приехал в Осетию. Когда в Осетию? Да, я совсем не собирался влезть, ну, как сказать, работать в этой организации. Просто местный директор, американец тогда, директор этой организации, вот в Владикавказ была чрезвычайная миссия УВКБ ООН, и он услышал обо мне и прилагал все усилия, чтобы я работал. Ну, видимо, это был престижный француз. Поскольку вся эта процедура очень бюрократическая, принятие на работе француза произошла местным, поэтому и зарплата тоже местная получилась. А дело в том, что очень много французов работают в ООН, исторически так сложилось. И поэтому вот так сложилось, в общем. И тогда ты в тот момент начал уже фотографировать или у тебя еще эта идея? Нет, ну, как я говорил, вот я возобновил фотографию еще в 91-м году, скажем так. Да. У меня, представляете, «Зенит» был в жестком футляре. Вот это еще на пленке. И причем такой тяжелый инструмент, да. Я, как я говорю, да, всю жизнь я фотографирую. Но, и причем мне говорят уже очень давно, ну, выставляй себя, свои работы, публикуй. Ну да, ну, я слушаю, я никогда на это не обращаю внимания, потому что я знаю, что я киношник. И для меня фотография это как, ну, троюродная, четыроюродная какая-то кузина там. И вот 5 лет назад моя одна приятельница там меня очень удивительно легко уговорила все-таки выставляться впервые. И вот тогда случилась в этом зале, в научной библиотеке, так называемая первая фотовыставка. Вот 5 лет спустя решил ее назвать и оригинально второй фотовыставка. И первая, и вторая, я их называю концептуальные. То есть это немного сборище разных интересов, разных направлений. Я думаю, что после этой второй выставки, третью, так называемую, я скоро не делаю, потому что у меня появились более тематические. И в первой, и второй выставляю серии фотографий. Вот на этой второй фотовыставке 8 серий. Первая, она посвящена моему покойному другу, известный у нас архитектор Суслан Федорович Цалагов, который, вы знаете, он последние примерно 15 лет не видел. Представляете, слепой архитектор, который борется против всех и всего, чтобы продвигать свои там, планы, свои идеалы. И, конечно, он понял, что и культура, и нравы, и то, что делается, ну, безобразие, можно сказать, в архитектуре часто, и то, что он хотел делать, и не делал еще, вот это, конечно, его омрачило, его мысли. И вот видите в какие-то картины, что это не радостное уже лицо. Он, сказав это, он последние годы особенно увлекался каламбурами, аферизмами, как он делал. Но вот это тоже, название фотографии играет неотъемлемую роль
в восприятии самого визуальной части фотографии. То есть последние годы его жизни его угнетало состояние архитектурного? Да, конечно, да, это было. Но человек был борцом, и поэтому он комбинировал эту тяжку с вечным чувством юмора, и он был очень общительным, и он общался на равных с детьми, с известными людьми, с простыми людьми. То есть это серьезные такие качества человека, и я думаю, много его очень почитают из-за этого. Другая серия, она обращает внимание немного на как сказать, на возрастной период жизни человека, когда я, к сожалению, многие люди вокруг меня, они уже становятся немного меланхоличными, да, депрессивными, что-то хандреются, да. И вот это тоже есть такие 6 кадров, посвящено этому настроению. Следующие, это наоборот, это обращение к детству. И там кроется тоже юмор в семейных отношениях. Мишель, а следующие фотовыставки, ты как говоришь, у тебя уже будут тематическими? Да. Прям. Да, причем она еще отснята. То есть я когда вернулся в Осетию, был период, когда я не мог вернуться в Осетию. Это тоже отдельный период моей жизни. И вот когда вернулся, я тогда купил апартамент из-за вида. И у меня там совершенно уникальный вид на хребет. И этот хребет, вот эти горы фотографирую уже 10 лет. Знаете, есть такой знаменитый, известный художник Гоган, он рисовал гора Сен-Виктуар, недалеко от Марселя. И есть еще Мане, который тоже рисовал «Скала в Бель-Иль», Римский собор. Да, это в разные ипостасы, можно сказать, погода, освещение. Вот появился Мишель через 100 с лишним лет, и который фотографирует осетинский хребет, скажем так, северокавказский хребет. Но это изумительная красота, конечно. Там никаких названий, никаких рамок не будут. Это будет сплошное освещение, сплошная форма. И вот эти 75, я думаю, работы, я их выставлю, если Бог даст, в выставочном зале Национального музея на улице Горького. Хотелось бы, конечно, в следующем году, если нет, тогда через год. Это просто финансовый вопрос. И есть еще тоже отснята, можно сказать, большая фотовыставка. Планирую однажды, как только решаю финансовый вопрос, целые 200 кадров посвящено городу Владикавказу. Его великолепие и его уродливые измущения тоже. И это вперемешку, как драматург, да, я буду создавать максимально драматическую вот эту выставку. Мишель, надеюсь, мы скоро посетим эти выставки. Они не через год-два, уже в 2024 году пройдут. Спасибо тебе большое за это короткое интервью. Я надеюсь, мы еще поговорим с тобой. Конечно, да, конечно. Очень рад, спасибо за внимание.